Талант в совокупности с трудолюбием, желанием жить и творить. Диджей, идущий в ногу со временем. Радиодиджей, создающий сплошной позитив в эфире. Музыкальный продюсер, помогающий продвигать местных музыкантов и их творчество. Это все он, диджей Алекс. Алексей Битаров сегодня гость нашей передачи. Добрый вечер. Добрый вечер, Алекс. Если говорить о вас как о диджее, то вы в этом деле как хиштар. Если не секрет, сколько лет занимаетесь диджеингом? Я по этому поводу не задумывался, но вот сейчас, если вспомнить навскидку, лет, наверное, с 12. Первый раз получилось так, что в лагере, где мы находились летом, парень, который крутил дискотеку, он заболел. Меня попросили донести колонку, я ее взял, в тот момент донес, подключил и включил музыку. Это первый раз был. Вот сейчас вспомнил, благодаря вашему вопросу. А потом в 15 лет уже побольше этим занимался, а с 17 лет уже непосредственно я этим занимался, так скажем, серьезно. И это дело стало меня кормить. А вот интересно, в детстве больше какую музыку предпочитали слушать? На этот вопрос очень легко ответить. То, что было в наличии. Это сейчас есть смартфоны, интернет, компьютеры, и все это в доступе. А в те времена, когда я начинал играть, так скажем, музыку, вот то, что было в наличии, то есть те кассеты, которые ты мог достать. Ну, виниловые пластинки на тот момент они отошли немного в сторону. Сейчас они, кстати, вернулись в последнее время очень сильно во всем мире. Но то, что на кассетах было, то, что можно было у друзей взять, это были специальные такие сессии. Сессии имеется в виду встречи с друзьями, когда компания собиралась, ставилось 2 магнитофона, и с одной кассеты в реальном времени все это переписывалось на другую кассету. То есть это не так, как сейчас. Ты зашел в интернет и можешь практически все, что угодно скачать. А тогда вот для того, чтобы коллекцию записей составить, это надо было очень сильно постараться. Это было увлечение, это было и хобби, это было интересно на самом деле. И когда ты слышал какой-нибудь интересный трек, интересную песню красивую, то, когда она у тебя появлялась, от этого азарт у тебя возникал, потому что у тебя есть, а ни у кого больше нет. А сейчас эксклюзив, ну хотя сейчас другая сторона медали, слишком много информации музыкальной, и среди этого надо выбирать шедевры. Как-то так. На Западе, например, говорят, что будущее за танцевальной музыкой, так сказать, танцпол диктует свои требования, и людям это очень даже нравится. Так ли это на самом деле? У людей разные вкусы. Вот вы лично, наверняка, я не знаю, что вы предпочитаете послушать, ну, такое обыденное сравнение. Наверняка вы не кушаете каждый день борщ. Люди любят разную музыку. Вот я, например, если сейчас скажу, многие удивятся, я люблю классическую музыку вообще послушать. Мне нравится астинское песнопение. Вот ребята из ансамбля Васа Монго, я думаю, мы позже об этом тоже немного поговорим. А танцевальная музыка, она популярна, потому что, как скажем, она охватывает более широкую аудиторию. Да? Вот если брать ребят из ансамбля Васа Монго, это узконаправленная аудитория. То есть мало того, что не каждый житель Осетии слушает именно астинскую музыку, а тут еще акапельное пение. А танцевальная музыка, у нее более широкий охват во всем мире. И поэтому получается так, что именно вот те, кто делают танцевальную музыку, попадают на вершины хит-парадов, они диктуют моду, так скажем. Сегодня очень многие молодые люди пробуют себя в диджеинге. Это умение чувствовать танцпол, реагировать на слушателя и подстраивать музыкальный поток под то, что происходит в зале. Да? Что еще можно посоветовать начинающему диджею? Был какой-то период, когда молодежь у меня спрашивала, а случайно не преподаю ли я курсы диджеев. Вот. И я задумывался, допустим, вот собрал я ребят, что бы я им сказал, что бы я им рассказал. И вот, видя то, что сейчас играют диджеи, они становятся на красивых фонах, крутые проигрыватели у них стоят, но музыка оставляет желать лучшего. Я должен сказать, что, как говорится, вкусы у всех разные, у людей.
Но то, что я сейчас наблюдаю, я помню, когда мне было 17 лет, и в моде был рэп, такие группы, как Snap, Music Factory, ну, вот это вот все популярное во всем мире. И помню, как старшее поколение ругало, что вы слушаете. И тогда у меня оформилась мысль, что, наверное, человек уже может считаться, ну, я мягко как бы скажу, преклонного возраста, если он не воспринимает новую музыку, новые веяния. И тогда я не подозревал, что меня такая же участь ждет. И мне, конечно, может быть, не хотелось бы думать о том, что мои вкусы устарели, или я сам, будем прямо говорить. Но то, что я сейчас слышу, это связано с тем, что музыку вы даже можете за компьютер сейчас сесть и сделать трек. Буквально полчаса я вас научу. И вот по этому поводу мой совет начинающим диджеям: проштудировать, переслушать всю классику 60-е, 80-е, 90-е. Это основа танцевальной музыки. Если вы вот это вот все освоите и пропитаетесь вот этим вот чувством, где соблюдался и ритм, и была музыкальная история. Музыка что? Музыка — это история, рассказанная звуками. Вот если вы научитесь, вот впитаете это в себя и сможете уже интерпретировать в новом виде, а история всегда показывает, это касается не только музыки, что вкусы людей возвращаются. Извините, джинсы, которые были в 80-х модными, недавно они снова появились. Да? То же самое касается и музыки. Помню, как с ребятами я разговаривал, говорю, вот сейчас, говорю, кто сделает трек в стиле 90-х, я говорю, тот стрельнет. И я уже не помню, кто из исполнителей, но вот реально вот были артисты, которые это сделали, и ребята пришли ко мне, помнишь, вот ты, так сказать, совет нам дал, мы тебя не услышали. Ну, мой совет вот в этом и заключается. То есть проштудировать все новое — это хорошо забытое старое. Проштудировать вот весь материал, всю мировую классику. И должен вам сказать, что не брезговать никакой музыкой. Если эта музыка популярна, если, допустим, классическая музыка, она же до сих пор живет. И дирижеры, и артисты, и даже те же скрипачи, оперные певцы, они получают просто огромные гонорары. И в данном случае, то есть музыка есть для такой аудитории, для такой, для клуба, для концертных залов. И, как сказала Ольга Георгиевна Джанаева, искусство — это передача информации высокого порядка. Вот к искусству и музыка тоже относится. Ну, как-то вот так вот. И поэтому с этим надо работать на высоком уровне, но знать все нюансы и аспекты. Алекс, вы очень много внимания уделяете всем проектам, которые так или иначе связаны с нашей остинской культурой, с остинским языком. Я как-то в своем блоге на странице опубликовал небольшой рассказ о том, как, когда мы приезжали из Норильска, я в Норильске вырос до 17 лет, мы приезжали сюда в отпуск. И тогда еще вся родня была жива у нас, ну, я имею в виду дедушку, бабушку, дедушек и бабушек, правильнее сказать, доброй им памяти. И когда мы останавливались в доме родителей моего отца, все его братья, а их было 5 братьев и еще сестра, то есть 6 детей, в общем, они все собирались. И вот когда они садились за стол, я еще тогда совсем маленький был, помню, меня на кроватьку, знаете, оформляли, значит, и я не мешал, так скажем. Но со стороны я слышал вот эти вот душевные песнопения, как мой дедушка брал балалайку, играл, исполнял остинские, кавказские мелодии. И вот эта атмосфера, она связана с воспоминаниями о детстве. И я думаю, никому не надо объяснять, что, ну, я так надеюсь, что каждому человеку, наверное, приятно бывает вспомнить про свое детство. Ну, как-то вот так вот. Работать за вертушкой диджейского пульта, наверное, дело привычное, да? А вот интересно, как прошел первый радиоэфир с волнением? Я помню свой первый радиоэфир. Это был 99-й год. Я тогда работал в знаменитом «Бинго». Клуб этот, вот, поколение, которое чуть-чуть младше меня и моего возраста, они все знают этот клуб. Там стояло самое крутое в мире оборудование. И тут я прихожу домой один раз, включаю радио и слышу, я слышу местная частота. Поузнавал, говорит, вот на улице Ленина есть офис, и там сидит некий Аркадий Царионди, с которым я на тот момент знаком не был. И после дискотеки я, значит, вот эта огромная сумка, опять-таки не было флешек, не было смартфонов, огромная сумка с дисками, мини-дисковый аппарат у меня был, на котором были прям раритеты такие записаны, которых ни у кого не было.
Я вот с этой сумкой через плечо, значит, зашел в офис и увидел Аркадия. Он на тот момент один был. Я говорю, а можно вот я попробую? И все так просто. Вот я не знаю, вот этот человек родился в день крещения, вот когда бывает в январе, да, я про Аркадия говорю. И вот не только для меня, но и для других людей, для многих артистов он открыл двери на эстраду. Для меня лично он открыл двери в мир радио. Это было настолько увлекательно, это было настолько интересно. Я, опять-таки, повторюсь, можно будет потом мемуары написать, что происходило в эфире, что происходило за эфиром. И вот так вот легким движением руки, как говорится, он мне открыл для меня вот эту дверь. Он просто сказал, иди договорись с ребятами и выходи в эфир. Я договорился, взял эту сумку, пришел в студию. Эта студия, она себя представляла простую комнату с ободранными обоями, обычный стол на железных ножках с деревянной поверхностью. Стояли два проигрывателя дисковых, маленький пульт Мэки, вот с которыми артисты в ресторане выступают, вот такой же пультец небольшой и микрофон. И как сейчас, я помню, вышел в эфир, пару песен включил и говорю, добрый вечер. Я говорю, знаете, я говорю, немного непривычно себя чувствую, работаю в клубе вообще-то и вижу перед собой аудиторию. А тут я сижу абсолютно один в комнате и не знаю, кто-нибудь слушает меня или нет. И если кто-то зайдет сейчас, посмотрит на меня, наверное, подумает, что что-то я, в общем, ну что-то не то подумает, так скажем. И после этого первого эфира Аркадий, мы с ним увиделись, он говорит, все, выходи в эфир, все в порядке. И в дальнейшем наши отношения с ним складывались очень легко и просто. Он говорил, я тебе доверяю, делай все, что ты захочешь. Это многого стоит. И если сейчас где-то вот душа Аркадия находится, Аркадий, спасибо тебе. Алекс, очень часто, когда едешь в машине, неважно, бодрым утром на работу или же вечером после тяжелого рабочего дня, так приятно бывает послушать ремиксы из старых добрых песен, фильмов североостинского телевидения. Это же ваша работа. Да, одно время я делал ремиксы. Помню, как сделал, когда это было, в 2005 году, я просто сел за компьютер, собрал ремикс, значит, на фильм «Сюрприз» и запустил его на радио. А проходит дня 3-4, мне звонят и говорят, Алексей, и понимаешь, в чем дело? Звонят и в час, ну вообще вот на радио есть правило, одну и ту же песню нельзя включать 3-4 часа. То есть если песня прозвучала, то повторить ее можно будет через 3-4 часа. Вот так вот. А этот ремикс просят 12 раз в час. Вот именно ремикс на фильм «Сюрприз». И говорит, поэтому если тебе кто-то позвонит и скажет, что мы отказываемся его включить, мы тебе объясняем, чтобы ты не обижался на нас. Мы тебе объясняем, вот 12 раз в час просят включить, и говорит, мы, говорит, в виде исключения 3 раза в час его включаем. Это вот, я сразу должен сказать, что заслуга-то не моя, я всего лишь ремикс сделал, а сам фильм снял гениальный режиссер Измаил Петрович Бурнацев, настолько тактичный, интеллигентный человек, и когда ты общаешься с такими людьми, ты начинаешь понимать, немного по-другому все смотреть, что дело не только в том, как стоит видеокамера, не только в сценарии, а дело в самих людях, которые все это делали. И вот к таким людям и относится Измаил Петрович, ему мой большой респект. Алексей, мы желаем новых идей, творческого вдохновения. И, конечно, сегодня мы ждем от диджея Алекса музыкальный подарок. Какой? С удовольствием. Ну, видимо, то, что я сейчас обозначил, ремиксы на темы из кинофильмов «Сюрпризы». Пожалуйста, просим на сцену. Спасибо. Мам, давай сделаем сюрприз. Какой сюрприз? Начнем ремонт сами. И мама будет рада. Приедет и скажет, наконец-то наш папа взялся за ум. Что я тебе такого сказал? Приезжать поехала в город за мастерами. И пока туда-сюда, может, начнем сами, а? Помочь ближнему в таком деле – древние обычаи, и не нам его нарушать. Диджей Алекс Ремикс. Дядя Сердюн, давайте сейчас попробуем. Я тебе попахну. Сердюн, Алла, к столу.
построить новый, чем ремонтировать старый.